Потом Вот. крокодил на стене. Думаю, ну это уже точно не музей, не мечеть. Я Приветствую. приветствую, я в гараже. Ну ничего ж себе, у тебя гараж. Прям произведение искусства, а не гараж. Вот машина стоит, короче, видишь? М, А м. это комната отдыха. Это прибежище, убежище от жены. Ну да, тут нордишки, пиво, туда-сюда, ганджубасик. Нормальная тема. Да, Хорошо. тема вообще классная. Как зовут тебя? Че? Меня Аслан зовут. Как тебя? Меня Амир. Амир? Понятно. Откуда сам? Я с Грозного. Я с Башкирии. Башкир. Вот Понятно. машину поставил, в душе помылся, домой так неохота идти. А зачем тебе Хожу не... домой? У тебя там все есть, сиди там. Да я тоже думаю, сейчас может кто-нибудь придет, в нарды поиграем. То да все. Это у тебя два гаража было, получается, да? Ты одну комнату. Нет, три получается, Аслан. Смотри, вот один гараж. Это Ага. гараж. А. Машину ставишь, здесь комната отдыха, а там дальше душевая. О, как круто. Вот показываю, это кухня такая, Мгм. а вот, короче, душевая. Да, отлично просто. Да. Да, да, да. Неплохо так ты устроился. Ну, знаешь, Асланчик, мне 60 лет, я пахал, чтобы это все сделать. Ну, правильно, что делать? Надо пахать. Вот, как бы, знаешь, всегда мечтал выйти на пенсию и вот это сделать себе. Ну, наверное, ты И ме- хорошо пахал, да? Далеко от дома-то у тебя гараж находится. Так, где-то, если пешком, километра два. Ой, Не далеко. торопись. Далеко, далеко. Ну, Да. полчаса, 15 минут идти, да? Да, где-то так. А я, это, Асланчик, на севере прожил 33 года, в А, Якутии. ясно. Я там все заработал, потом вот вернулся на родину. Ну, вот такие дела. Слушай, вот недавно смотрел, Путин там что-то про башкиров говорил, что вы всегда стояли на защите России, там все такое. Как у вас там с мобилизацией? Как ситуация? Ну, в принципе, мобилизация нормально прошла. Но были такие, которые сбежали. Я Ага. слышал даже, ну, а в основном добровольцев даже есть много. Добровольцы у нас тоже. Вначале добровольцы, сейчас всех забирают. Сейчас уже всех. Я сам даже, короче, ходил в военкомат, мне говорят, иди отдыхай, старый пень. У нас до Придет время, 55 забирают. ну, а мне уже 60, Ну видишь. да. Я говорю, возьмите, я говорю, водитель хороший, говорю, буду возить, хоть что, говорю, буду возить. Не, говорят, иди, надо будет, мы тебя вызовем. Мгм. Ну, как-то дети выросли, как ты знаешь, то да все. Этот сатанизм меня уже достал, вот это сожжение Коранов, всякое вот. Не нравится мне это, вообще не нравится, если честно. Да, да, конечно, ужасно. Ужасно. Мгм. Я вот 60 лет я представляю, что сатана, короче, нас просто хочет, ну вот, я так, мое мнение, что сатана хочет нас вот разорвать на куски и мусульман, и христиан, короче, всех, кто живет в России. Мгм. Ну, Просто вот показывают же вот этих украинцев, они исколотые вот этими чертями, да, какими-то да, да. знаками сатаны, но это же нехорошо. Это вообще нехорошо, я так думаю. Полностью согласен. Это ужасно вообще. Сжигают Коран. А вон, ты знаешь, несколько даже там людей вместе с Кораном сожгли. Прям в мечети. Представь Ну вот себе. видишь, Человека вместе. представил. И Кораны там все было, и людей там сожгли. Детей сжигали заживо. Представь. Мгм. Ну это нельзя веру трогать. Ну это же вообще нельзя это. Да даже не Это веру, святое. людей нельзя трогать, Амир. Людей, люди. Детей нельзя трогать. Из огнеметов детей, представь, расстреляли. Ё-моё. Да. Да.
Сатанисты самые настоящие, просто дьяволь. 186 детей сожгли заживо с огнеметов. В школу прямо расстреляли. Представь, в Беслане. Ну. Представь. Представил, может, да. Мгм. Вообще сатанисты. Самые Мгм. настоящие, блин. А ты за Путина, да, я так понимаю? Я не то что за Путина, я за справедливость. Я тоже за справедливо. Я против Путина. Я за Рамзана Ахматовича. Хочу, чтобы он стал президентом России. Ну, Рамзан Ахматович это вообще человек. Он, Человечище. Да-да. да, он вообще мой этот, мы с ним однофамильцы, у меня фамилия Кадыров. Вот оно что. А может Кадыров, он они ваш, родились. а? Почему-то у нас говорят, что он не наш вроде бы, не чеченец там. Может это он башкир, может? Нет, это он чеченец. Давайте не будем вот это вот искать какие-то там изъяны. Ну, нас, ну почему нельзя? Наоборот, я думал, раз ты им гордишься, однофамилец, может, я думал, ваш. Нет, он ваш, он хороший человек просто. Его отец спокойный вообще был золотой человек, кстати. Да, конечно, Ахмат Кадыров был вообще молодец. Он, знаете, он у нас муфтием был, религиозным деятелем, очень образованный человек в религиозном плане, очень образованный, очень набожный человек был, да. Он был у нас муфтием еще при Ичкерии, при Масхадове был. Ну, а как религия же говорит, предай ближнего своего. Ну, вот он перешел на сторону русских и предал своего президента Масхадова. Ну, один раз можно, как говорится, один раз можно. Он же не сильно предал, так слегка. Ну и ради чего? Ради, чтобы президентом стать. Поэтому можно иногда. Религия разрешает, если сильно захотеть. Да нет, я не согласен с этим. Он, возможно, и предал, но, знаешь, он все равно, он Ну, по переживал религии нельзя, да, ты говоришь, предавать? Ну, он же за Ичкерию, он за народ свой переживал, за вас, там, за Да, своих внуков. да. Ну, за своих внуков и за своих детей точно переживал. А вот за нас это еще можно еще обсуждать этот вопрос. Потому что Смотри, а вот, богатые миллиардеры, Амир, его дети и внуки, а я не миллиардер. Так что ну, Ахмат не мне оставил все наследство, а вот этим каким-то Кадыровым оставил. То есть вам, со- Амир. И ты, наверное, это построил себе гаражище. Ты вдали, ты родственник, наверное, 100%. не, Славчик, я это заработал, я своими руками заработал, знаешь, своим здоровьем. Я всю жизнь гонял фуры, Мгм. большие фуры, ездил, короче, по всей России. Молишься, намаз делаешь? Пока еще не пришел к этому, хотя уже, Ну, ты еще, в какие годы, молодой еще успеешь. В 90 да, начнешь нормально. За день до дай бог, смерти начнешь и хватит, да. дай бог, да. Ну ладно, давай, братишка, давай. Чего ты не хочешь пообщаться, да? Не нравится тебе моя тема, да? Не нравится? Да, ну, знаешь, Сатанисты в Кремле сидят, Амир, 60 лет, ты понял бы уже. Какие украинцы, какие сатанисты, что ты говоришь вообще? Они ваши дома взрывали в 99 году, они детей в Беслане жгли, они 300 тысяч граждан Чеченской Республики уничтожили, среди которых 42 тысячи чеченских детей, понимаешь? И поставили какого-то предателя и подонка. Все будет Ичкерия.